Организаторами мероприятия выступили Министерство чрезвычайной ситуации России по Республике Дагестан, Спортивный комитет и Дагестанский государственный отдел ВДПО. По их инициативе 13 лучших команд со всей республики собрались сразиться в стартовых соревнованиях. Они же, в свою очередь, проходят в 4 этапа. Сегодня проходят республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди пожарных частей Республики Дагестан. В соревнованиях участвуют 13 команд из городов и населенных пунктов республики. И проводится по 4 видам. Сегодня проводим по 2 видам. Это подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. И завтра пожарная эстафета и боевое развертывание. Отбор непосредственно проходит в пожарных частях. Они заранее готовятся. В некоторых пожарных частях уже есть, можно сказать, спортсмены, которые занимаются долго этим. В некоторых частях, где молодежь приходит, они их готовят. То есть таким образом. Во-первых, это развитие пожарно-прикладного спорта в Республике Дагестан. За последнее время, последние 2-3 года, у нас подготовлено 2 мастера спорта, кандидаты мастера спорта. На уровне республики, если брать сборную команду Республики Дагестан, у нас так неплохо идет. Кстати, принимать участие в данном состязании вызвались не только работники пожарных служб, но и обычные школьники и студенты, заинтересованные в собственной спортивной подготовке, которые периодически проходят курс молодого бойца непосредственно в пожарной части города. Кстати, их навыки и знания в любой момент могут понадобиться в реальных непредвиденных ситуациях. Крепко обхватив пожарную лестницу, участники стремительным темпом оставляют позади 100-метровую полосу. Однако это не есть цель. Задача участников – оперативно и в крайний срок пробраться на 3-й этаж имитированного здания. По истечению же хода соревнований наглядно можно будет определить степень боеготовности того или иного состава, отмечает тренер сборной Дагестана по пожарно-прикладному искусству. Тем более, что результаты состязаний прошлого года навели свет на весьма перспективных ребят, томящихся обычно в тени собственной скромности. Так и от нынешних соревнований ожидают не менее плодотворных результатов. Они работники, работают в пожарных частях, а потом и приходят, у меня вот здесь сборная команда Дагестана, они у меня тренируются, я тренер сборной Дагестана по пожарно-прикладному спорту. Вот они здесь бегают, и мы едем на соревнования, выступаем. Пожелайте чего-нибудь? Только успехов в спорте и в личной жизни. Сайпудину Сайпудинову уже 43. В узких кругах его величают ветераном спорта, добавляя, у него есть чему поучиться. И не без повода. Со спортивной жизнью пожарников Сайпудинов хорошо знаком с 92-го года. Однако 20-летний опыт не повод гордо отходить в сторонку. Постоянные тренировки – неотъемлемая часть жизни настоящего пожарника. Ребята, которые бегают, эти молодцы, которые хотят участвовать, это такой спорт, называется у нас лошадиный спорт, но один из лучших считается из бегунов, потому что здесь идет и бег, здесь идет и смекалка, здесь идет и выносливость. Ну, вы сами видите своими глазами, что преодолевать 4-й этаж это очень тяжело. Но ребята наши молодцы. Все, кто здесь участвует, все преодолевают за 21, за 22 секунды. Молодцы. Самое главное, каждый год, чтобы участвовали на соревнованиях и было стремление показать и покорять 4-й этаж все быстрее и быстрее за секунды. Впереди у ребят еще 2 этапа. И как результат – путевка на северокавказский этап соревнований. Имена счастливчиков мы обязательно назовем в ближайшем выпуске. Светлана Курбайтаева, Рабадан Куртаев, телекомпания ТБС «Каспийск».